Sürdik öl, dedik duel masera. Ta noina, trai calol, furel, shezer trai prol shadu. Urit sa chiminwat, Berliner Heinz lowen, Johara Heinz, Toysen saat chiminwat lowen. Шицо орти аслану канал YouTube для реалити и канал TikTok Аслан Арцуев. Вейстрима та ночи матаю. Ночи чуавиги фашистский руснявол чуй. Комментариеш маязи лырлу вежери. Кидавига характер дие, ну короче, как обычно, шуншадига хушил. По-моему, особо дукельно швейн чу бахказ. Чу бох и Кирбатия, бох и Буцарас Омарович. Но все старые, да, сахажаря, сун хагаря, да. Ну, новый наш хиламулой. Иштумду. Таха наулушаха Украина дол халдоузет ласушун, генеральный штаб бох дол хала. Тавалерса стрим конец войны в Украине. Аскмата язинас ее ночи матеев кривос дицала. Ишталду конец войны в Украине. Алла масшавига чууш масера интереса лета. Дели салам маршал хуль машу эльхо. Алейкум ассалам. Текс. Друзья, стрим на чеченском языке сегодня. Этой войны нету конца, Бог, хотите. Ну, как сказать. Word. Аха Украина дол халдозит хашун. Даяганш сутки, Цаэзер шибай дюзт мюжги. Вини лазини бандит боевик, чувянул Украине. Щит танки угена, берит боевой бронированный машин уген, шоу щит артиллерийский систем и РСЗО, щит антиаэркрафт систем, цабай прит БПЛА оперативно-тактического уровня, ищуяхтан, цабай шоу автомобильной техник, цистерни война, спецтехники война. Слава Украине, слава ЗСУ. Я думаю. Мегарду Арсен, пиши, валейк салам, пиши, хоть у нас стрим на чеченском, вы можете писать свои комментарии и мысли на русском. Идега дюйцер ходах, дать. Стоп War, как обычно, да, по традиции. Спасибо. Трамп яшави гуль шу, let's make Russia great again, давайте сделаем Россию снова великая. А Путину Трамп марионетки олсантон, чукик дуэлан, ишлилеш, за карикатуру куда чукуешь, да. Ну, социнс согласен ватшун, вайн хамел гуштеги, каядуйцеги, шадега ишдатшун, ишдатс алсунхиет, Видишь, сун иштхиетшун, сомнение, шусан адам дуса, не истакиета голвала, кидегда и хилишолшу. Поэтому как-то так. Украине, да, вам сацугеш букаш, да, цуадина. Та дуахар нагал, вайнинс гуштега, Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине. Ни у кого нет аппетита, в кавычках, к предоставлению Киеву дальнейшей военной помощи, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Выделение средств следует прекратить, так как все это тянется слишком долго, отметил он в эфире телеканала Newsmax. И я могу сказать вам, что наши европейские союзники тоже осознают эту необходимость, добавил политик.
Вопросы бюджета в США решает в первую очередь Палата представителей, где республиканцы, поддерживающие политику президента страны Дональда Трампа, имеют большинство, отмечает агентство Reuters. Ранее о том, что новые поставки оружия не помогут Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, Киев не может победить Россию, поскольку та имеет большое численное преимущество, а европейские запасы оружия истощены. Бог отец. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Так. Арсен Сязин, комментарий еще раз. Аскаматайор. Почему-то у меня смутные сомнения насчет Трампа, Бог. Почему он называет откровенно Зеленского диктатором? Почему в соцсети X явно идет агрессия в сторону Зеленского со всех американских каналов? Россия явно откровенно проиграла в этой войне, и весь мир это видит. Но почему-то Трамп хочет спасти Россию. Мне кажется, Трамп пошел на какую-то сырьевую сделку с Путиным, Бог. То есть Россия будет продавать свою нефть и газ миру, их проценты из этих ресурсов будут идти к Америке, ну и Украину. Бо. Алейк салам, Шамиль. Сейчас до твоего комментария тоже я дойду. Арсен, я по-русски отвечу Арсену. Я полагаю, Арсен, что ситуация не так очевидна, как нам ее пытаются преподнести разные деятели. Мы помним, как в самом начале своей инаугурации, только как он вступил в должность, Трамп сказал, что он выдвинет ультиматум и Зеленскому, и Путину. И если какая-то из этих сторон не согласится с этим, он на них окажет давление. Фактически мы увидели ультиматум, который Зеленскому выставил Трамп. Это природные ресурсы на 5 триллионов или на 50 триллионов, да, там какие-то баснословные суммы. Или 500 миллиардов, по-моему, полтриллиона было, 500 миллиардов подается полезно ископаемых. Америка заключает сделку там с Украиной и так далее, и так далее. Потом что-то произошло, и в отношении Трампа, в отношении Путина, в отношении России Трамп начал себя вести слишком даже лояльно, чем это могло бы быть на пользу Соединенным Штатам. И на мой взгляд, идет какая-то договоренность, и я думаю, в первую очередь, договоренность это по Ирану. Россия сдает Иран, сдает Ближний Восток. Вообще Россия сдает все. На мой взгляд, я, наверное, немножко опережаю события, может быть, или же я, может быть, немножко слишком оптимистичен в этой ситуации. Но я полагаю, что Путин полностью покорился и сдался, по крайней мере, как мы сейчас видим, американцам. Он принял полностью ультиматум. Зеленский не принял полностью ультиматум, но и то, мне кажется, то, что сейчас происходит по отношению к Зеленскому, он тоже, Зеленский, не свободный человек. Он президент воюющей страны, и он вынужден считаться со своим народом и со своим окружением. И просто так отдать полезные ископаемые украинского народа он тоже не может. И он начинает, набивать цель, торговаться, скажем так, торговаться. И вот если он начинает торговаться, ему начинают, вот мы сейчас не поставим оружие, вот сейчас то, что сказали, мы сделаем это. И окружение Зеленского, оно будет уже не таким строгим к Зеленскому, если он начнет уступать. Идет торг, обычный торг идет. Поэтому я думаю, Зеленский согласится, Украина согласится. Украине это выгодно на самом деле. Максимально, конечно, надо попробовать отжать что-то
свою сторону, потому что этот договор будет там на 50 лет, может быть на 100 лет этот будет договор. Там, и если этот договор случится, туда обязательно придут американские войска. Они обязаны, как в Сирии, они охраняют нефтевышки, где курды, на территории курдов сейчас где расположены, и американцы там находятся. Да, они никого не защищают, кроме себя и эти нефтевышки. Вот то же самое может произойти в Украине. Опять же, оставляя, как бы не заявляя о том, что он договорился с Путиным, с Россией, Трамп, например, вынуждает Европу самой начать обеспечивать себя, закупая у Америки же оружие. В первую очередь у Америки оружие натовского образца, хотя у Европы тоже есть свое оружие, но американские ВПК и самые мощные в мире ВПК. Поэтому сейчас я полагаю, я могу ошибаться, я полагаю, что фактически Путин сдал, я полагаю, он сдал не только Иран, все он готов сдать. Единственное, что, видимо, он получает взамен, это жизнь и, наверное, какой-то капитал. Наверное, какой-то капитал. Может быть, уже определен новый президент России, который американцы будут поддерживать этого человека, ну, которые одобрят этого человека. Это не значит, что для нас это будет какая-то приемлемая фигура. Не знаю. Но вполне возможно, что уже эта фигура существует, если Путин уступил. Опять же, Путин не может прямо сказать: все, я покорился, я сдался, и Европа тогда расслабится, оружие не будет закупать. И внутри России произойдут события, которые можно будет, могут приобрести неконтролируемый характер. Потому что и в России есть много военных. А мы уже откровенно видим, что Россия сдает военных своих. ФСБ сдает военных. Начиная от там Дурова, который сдает Телеграм, заканчивая там, я не знаю, Боровым, который, я полагаю, представляет ФСБ и бежал сюда и сдает, как они 11 сентября совершали ГРУ. Он именно поговорил про российскую военную разведку. Не про ФСБ, а про ГРУ. Поэтому какое-то время, наверное, нужно укрепить Путина. Я просто пытаюсь объяснить происходящее. Понимаете? Потому что нету резона Трампу просто так сдавать все, что уничтожать Америку. Понимаете? Это фактически уничтожение получится Америки, если он просто так ни за что. Ну что дает в ответ? Мы не знаем, что дает Путин в ответ. Но то, что риторика Трампа, она для нас непонятна, и она для нас как бы контрпродуктивна, мы это видим. Да, что вот он Зеленского диктатором называет, ну в какой-то степени там, можно сказать, там, диктует он свои условия. Во время войны это даже хорошо, что есть такой диктатор. С другой стороны, диктатором по сравнению с Путиным Зеленского никак нельзя назвать. Понимаете? Потому что Зеленский законно избранный президент на честных, настоящих выборах. И только первый свой срок сидит, год, может быть, лишний пересидел. Но во время войны менять его тоже нельзя. Не может же Трамп или кто-либо другой поменять украинские законы. Понимаете? С другой стороны, военного положения в Украине, так и военное положение не введено, я так полагаю. Короче, давайте об этом многом другом поговорим. Я планировал на чеченском языке, друзья, шунгу алхит, нохчимат таей асар.
Давайте я буду, наверное, на чеченском все-таки вести, потому что не проводил я. Так, или на русском, как вы скажете, друзья. Так, валейкум салам. Все, будет Ичкерия, зашел поприветствовать. Если сегодня на чеченском, то пойду взвинтить мозг от ненависти к Трампу на канал Сотника. Валейкум салам, СЦ по-немецки. Основном Конгресс США обсуждают за выход из НАТО. А Макрон признал, что Россия хочет дать ядерное оружие Ирану, и встреча с Саудовской Аравией, вероятно, состоялась по этому поводу. Да, вполне возможно. Но я не думаю, что Ирану даст Россия ядерное оружие. Скорее всего, Россия поможет уничтожить Иран. Но мы это увидим в ближайшее время. Здесь есть такая версия, что заигрывать с Путиным, что Путин может перехитрить. Что сейчас он укрепится и дальше пойдет. Ну, это, конечно, имеет право, такая версия, на существование. Но с другой стороны, а дальше что? Хотя, если уже испортить отношения с Западом, испортить отношения со всеми, а потом что? А потом опять сказать, все, мы, извините, пришла новая администрация, допустим, 4 года, весь Запад, Украину, Европу, всех посылают нафиг. А потом проходит 4 года, приходит новый президент и говорит, ну все, мы теперь заново будем. Теперь. Ну так же, никто же не поверит уже Америке. Если сейчас по этой линии, если сейчас сам Трамп все не исправит, то, что вот он сейчас тут мутит, то Америка потеряет репутацию на десятки лет. И следующая президентская каденция, следующий президент, это не исправит так просто. Если реально будет все слиты, хотя некоторые заслуживают слиты. Согласитесь, что в Украине есть агентура, откровенно действующая. Самые большие патриоты, бьющие себя в грудь в Украине, работают на русню. Это мы видим, откровенно видим. В Европе здесь российская агентура себя чувствует, как себя дома. Это же тоже есть. Тоже есть. Поэтому это же как-то нужно вычищать. А как? Как? Давайте поговорим об этом. Давайте на русском тогда я буду сегодня с этим. Сейчас я тогда удалю отсюда, что на чеченском языке я пишу. Давайте на русском сегодня проведем. Потому что много интересных вещей будет, которые нам нужно обсудить. Так. Шалом всем здравым. Шалом, Эркин. В Европе забеспокоились по поводу политики Трампа относительно Европы. Слава Украине, героям слава. В Европе забеспокоились политики Трампа. Так, вчера смотрел какой-то украинский журнал, он там в таком отчаянии был, говорил, что Трамп завербованный СССР был, у него есть все доказательства. Да, мне тоже Саша говорил, что у него есть доказательства, там какой-то ГРУшник, военный, фамилию он называл, который дает показания, что он завербован. Как будто ресурсы России заканчиваются. Ну, России ресурсы, может быть, не до конца заканчиваются, но Россия на грани. Знаете, если сейчас начнется на Кавказе движение, значит, в Украине оно затухает. Если оно начнется на Кавказе, значит, это будет Иран, Кавказ, Турция, Азербайджан, Сирия, Израиль. И вот в это все может переместиться. Кстати говоря, этот министр обороны США сказал, что он некоторый контингент выведет из Европы. Это может говорить лишь о том, что они говорят на мексиканскую границу там и так далее. Я думаю, что это, скорее всего, на Ближний Восток может быть переброшено. И новый театр
военных действий может все-таки на Ближнем Востоке разгореться. И первое, что там, вероятно, может произойти, это между суннитами и шиитами может произойти. Именно поэтому Саудовская Аравия, именно поэтому Трамп так супер ласково отнесся к Саудовской Аравии, к принцу Абдаллах или Абдалле, как его там зовут. Причем трамписты есть такие ярые исламофобы, такие фашистующие исламофобы есть среди трампистов. И как это будет коллерироваться, как это будет сопоставляться, исламофобия и поддержка Саудовской Аравии, Израиля вместе против Ирана, пока еще у меня нет представления. Наверное, как-то это будет происходить. Может быть, Иран, может быть, Израиль и Америка будет с одной стороны, суннитский мир, Азербайджан, Иран, Азербайджан, Саудовская Аравия, Турция, Сирия, Кавказ будет с другой стороны. Будем наблюдать, будем смотреть. Очень интересные события разворачиваются. Но я полагаю, что война в Украине сейчас закончится. Сейчас на какое-то время она затухнет. И очень правильно, что сейчас Зеленский говорит, и украинцы делают, что они требуют гарантий. И им дадут эти гарантии. Потому что, это нужно подписать договор по вот этим редкоземельным ископаемым, и тогда они получат эти гарантии. Но их нужно, конечно, железобетонные иметь. А не как тогда получилось ядерным оружием, когда подписали просто Филькину грамоту и отдали оружие. Но это вина не кого-либо, а только украинского руководства, что они отдали. Ни за что отдали. Мне кажется, больше не действует международное право в мире. Мы свидетели начала нового мирового соглашения. Да, совершенно верно. Мы об этом говорили, что новый мировой порядок будет строиться, новая архитектура будет мирового порядка. Но и перед тем, знаете, когда будет создаваться новый порядок, максимально это рушится, и максимально тот, кто силен, у кого много возможностей, тот максимально расширит свои возможности, чтобы закрепить их в новом мировом порядке. И максимально сильным, как мы понимаем, это Соединенные Штаты. Я полагаю, Украина будет очень сильной. Главное сейчас правильно все сделать. И европейские страны тоже понимают, что теперь им тоже нужно, и начинают свою силу активизировать. Это очень интересное время. Мы говорили, мы знали, что мы не знали, как это будет происходить, но то, что к этому подойдет, мы много говорили об этом. И вот сейчас эти события, да, международное право, к большому сожалению, многие, там, нет никакого международного права, там, 3-10 говорили, и можно было отчасти согласиться, что международное право не соблюдается, особенно сильными государствами. Маленькие, слабые государства, они пытались всегда апеллировать к международному праву, а сильные, они игнорировали иногда международное право. Но теперь, когда Путин откровенно нарушил, и сейчас уже Америка себя ведет как слон в посудной лавке, то я полагаю, что мы теперь увидим, что как бывает, когда на самом деле не существует международного права. Такое дикий запад такой наступает, режим ковбоя, дикий запад наступает. Но потом, наверное, опять же может пролиться очень много крови, опять же. Будем наблюдать, будем смотреть. Будем наблюдать. Путин сдал Россию. Я полагаю, да, Арсен, я полагаю, что Путин в обмен на свою лояльность, ультиматум Трамп выдвинул. Зеленский пока вот сейчас торгуется по редкоземельным там своим ископаемым, а Путин, видимо, пошел на все. Все, давайте. Но ему нельзя, опять же, признаться, что он пошел на все. И Трампу нельзя признаться, потому что если поймут, что Россия все уже капитулировала, скрытно, втихаря капитулировала, то в таком случае все захотят попробовать пирог.
И более того, внутри России скажут: слушай, Вова, мы тут воюем, мы тут гибнем, а это может еще продолжаться какое-то время. Понимаете, это может и месяц, и 2, и 3, и полгода продолжаться, боевые столкновения и так далее. И разный генералитет в России, он может сказать: так, слушай, Володь, у нас такая договоренность не была с тобой, что ты нас сливаешь. А все, кто воевал против Украины, убивал людей, совершал военные преступления, преступления против человечности, они обязательно должны будут и сесть на скамью подсудимых. Это все тоже просто бесследно не закончится. Там индульгенция, там может быть для Путина, Патрушева, там может быть не для Патрушева, только для Путина, может быть для Путина, Патрушева, еще кого-то, неизвестно. Но я думаю, обороты, вот каждый день будут новые набирать обороты, и каждый день будут новые такие интересные события, которые в конце концов приведут нас к тому, о чем мы сегодня говорим. Россия проиграла. Россия проиграла. Знаете, когда разваливался Советский Союз, еще Горбачев в 86-87 году вывели войска из Афганистана, и 87-й, по-моему, 88-й, 9-й, не помню точно, начали вот этот прожектор перестройки, Горбачев начал перестройку, тогда уже Советский Союз перестал существовать. То есть в 91-м это было зафиксировано, что Советского Союза не существует. А когда он перестройку начал делать? После вывода из Афганистана. Из Афганистана войска выводили, понимая, что уже Советский Союз перестал существовать. То есть в 86-87 году принималось решение, что уже Советского Союза не будет. И через 5 лет это все было уже юридически зафиксировано. Поэтому это может и таким образом развиваться. Но я полагаю, что так долго не будет. Но может быть на 3 года это все затянутся. Именно те как раз 5 лет, о которых тогда, года 2 назад, сказал Байден, что война в Украине может быть растянуться. Как-то так, друзья. Илон Маск льет грязь на Зеленского в Твиттере. Этот придурок был в России и напился там до чертиков, по его же словам. Интересно, чем он там в бухом виде занимался? Ездил за покупкой ракетой. А кто до чертиков? Илон Маск допился или Зеленский до чертиков допился? Да, на самом деле к Зеленскому очень много претензий, я вижу. Очень большие претензии высказываются к Зеленскому. Ну, посмотрим. Если он заключит сейчас, да, видимо, они сейчас хотят, чтобы... Знаете, мне кажется, вот то, что они сейчас на Зеленского так наезжают, это немножко опустить уровень Зеленского по сравнению со своим уровнем. Что вот они доминанты, а остальные там чуть пониже. И плюс окружение Зеленского немножко припугнуть, которое говорит: нет, мы не должны отдавать редкоземельные, там, это наше, мы боремся. Ну, нормальные люди, патриоты, именно так и будут говорить в окружении Зеленского. И правильно, нужно максимально отстаивать свое. Конечно же, украинцы отдают самую большую цену за все. Никакие деньги, ничего не сравнится. И мы заплатили колоссальную цену, чтобы украинцы стали тем, кем они сейчас стали, свободными людьми. Мы 20 лет дали украинцам. Так, на минутку, чтобы они могли Зеленских, Залужных, Сырских, всех остальных там взрастить. Есть люди, которые вообще не жили в советское время и сейчас являются там супервоинами, суперпатриотами, которые жили только в свободной Украине, которым там по 20 лет, 25 лет. Поэтому, может, просто сейчас идет торг таким образом, что вот сейчас мы поругаемся с Америкой, если Америка нас кинет, не даст оружия, не даст денег, наступит катастрофа и так далее. Там большая проблема может быть у американцев, потому что украинцы очень упертый народ и могут просто стоять на своем. Ну, посмотрим. Я думаю, упертость упертством, но еще украинцы и мудрый народ, и балансировать тоже надо уметь.
Посмотрим. Очень интересное событие, друзья. Будем наблюдать. Військовий стан в Україні введено 24 лютого 2022 року. Вибори під час воєнного стану неможливо провести, Конституция не дозволяет. Да, Эдуард, я полностью согласен. Выборы не будут проводиться, с этим я полностью согласен, никаких вопросов. Во время войны, ну, это законодательство Украины должно решать, конечно, это... Так, Ичкерия, Вильна, Краина. Да, Юрий, совершенно верно. Какие условия Зеленский диктует по приказу людей с улицы на военных условиях? Так, Трамп хочет, чтобы Европа покупала оружие у США, но Европа, особенно Франция, не хочет. А Трамп говорит на это, что Америка выйдет из НАТО. Может быть, вполне. Может ли за 4 года Трамп присоединить к США Канаду, Мексику, Гренландию? Ну, Мексику он и не говорит, она им не нужна, по идее. А США, Канаду и Гренландию вполне даже, может быть, почему нет. А что в Центральной Азии? Да, кстати, Фаиза, Туркестане. Я полагаю, что это тоже один из сценариев, который тоже может развернуться. Тоже очень интересные события могут начать разворачиваться, потому что в Центральной Азии тоже диктаторские режимы, и которые очень тесно связаны с Москвой, с Россией. И сейчас, если на Ближнем Востоке начнутся события, то это все может быть плавно переместиться и в Центральную Азию. Или, например, из Центральной Азии мусульманские добровольцы могут пойти воевать против Ирана, против шиитов. Сейчас пока мы не видим каких-то там межцивилизационных шиитско-суннитских противостояний, мы как такового не видим, но это можно вот так поджечь, это при желании можно сделать. Если сейчас Россия полностью переметнулась на сторону, ну, покорилась, упала на колени, да, как лучше выразиться, перед Соединенными Штатами, то я думаю, свое влияние в Центральной Азии КГБ, ФСБ, ГРУ может использовать для того, чтобы мусульман-суннитов против Ирана поднять. Посмотрим. Трамп говорит Европе купить у США оружие на 1 триллион евро, иначе Америка уходит из НАТО. У Европы нет своего оружия, кроме Франции, но армия Франции небольшая и не имеет такой мощи, как у России. А сам все просто. Верхушка Саудии – это в основном атеисты. Ну, может и атеисты, может и не атеисты. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Там, знаете, когда решается межгосударственный вопрос, там религия, какие-то другие вещи они откладывают. Национальные интересы, личные интересы, вот, что решается. А Саудия – это же фактически одна семья королевская. Они друг друга, по-моему, там перемочили тогда как-то, потом своих оппонентов, своих критиков они мочат. Ну, я вам скажу, такая запашком семейка и запашком власть, конечно же, очень, очень такая своеобразная власть, да. Так, все просто верхушка. Так, короче, Америка давит Европу, а не Россию. Главный против... Нет, Америка уже задавила Россию. Понимаешь, вот наверху. Внизу это может еще продолжаться какое-то время. Полагаю, может быть, 3 года продолжаться. Может быть, сейчас война в Украине против Украины закончится, и процессы начнутся внутри самой России. Вполне может быть. Как-то так. Самая сильная... Так, ладно. Китай заберет Тайвань под шумок большой суеты. Я полагаю, что сейчас Китай не будет ничего резких движений делать, потому что там уже с Китаем договоренность уже имеется. Скорее всего, Китай заберет часть России.
чем Тайвань. Часть России забрать может. Россия – это мальчик на побегушках у Америки. В нужное время Россия начинает войну в мире для Америки. Ну, трудно согласиться с этим, но и доля правды тоже в этом имеется, мне кажется. Почему-то мне кажется, и так давно думал, что США полностью подгребут Рашку под себя, сначала природный рост, потом дальше больше. Ну, фактически Рашка и принадлежала, контролировалась Соединенными Штатами, просто у Путина и Патрушева сыграли имперские амбиции, и они решили стать неодворянством и подумали, что Америка слабая и так далее. Как-то так. Если Украина продолжит воевать, она с помощью Европы сможет победить, если будет воля у Европы. А с волей у Запада пока что проблемы. Да, если еще учитывать, как по безопасности Мюнхенской конференции, вот этот, который, имя его забыл, как он плакал. Конечно, это позорище. Позорище. К большому сожалению, это позор. Европы позор, позор всем дать. Валейк салам, Германику, свободно гость стрима. Слава Украине, слава героям и героиням. Героям слава, Германикус. Китай уже забирает потихоньку. Да, Китай уже Россию забирает. Ну все, Россия уже такая терпила. Ее будут все отгрызать. И будет большие проблемы. Слышал, что Си был приглашен, но застеснялся, так как понял, что может не вернуться в свой Китай. Да, не знаю, не знаю. Давайте посмотрим, что вы пишете в ТикТоке. Здравствуйте, что думаешь насчет Армении и Азербайджана? Здравствуйте. Я думаю, что Армении и Азербайджану нужно заключить договор о мире и закрыть страницу предыдущих отношений и строить заново отношения. Добрососедские, нормальные. Знаете, несмотря на то, что во власти в Азербайджане остались потомственные наследники КГБ, Алиев, например, а в Армении пришел демократически избранный Пашинян, и в этом смысле большой прогресс в Армении. Нужно понимать, что Армения всегда была пророссийской, прорусской. И сейчас, что Армения так предаст многовекового своего или многодесятилетнего или векового своего союзника Россию, мне как-то очень трудно в это поверить. Потому что армяне всегда были за Россию, за русских и так далее. Я понимаю, потому что они были сильными, они были за них, а не потому что они их так сильно любили. И сейчас, если Америка придет или Британия придет, сейчас русские говорят, что Кавказ полностью отдан Британии. Отдан Британии. Но там есть еще и Турция.
который тоже близкий союзник Британии, надо сказать. Поэтому если туда придет сильная Британия или сильная США, то Армения, конечно же, может перейти на сторону США, на сторону Британии. В этом смысле власть Армении, она демократичная и нас всех устраивает. Народ же, который века связан с русскими, с Россией, может остаться, за Россию. Да, менталитет, там все, они постоянно христиане, мы христиане, там, третий, десятый. В этом смысле Азербайджан, который никогда так особо в Советском Союзе и сейчас особо не обласкан был Москвой, русской властью, при этом власть там КГБшная, потомственная КГБ, хотя Алиев, он всего лишь сын того КГБшника Гайдара, но нужно понимать, что как-то так очень сложно это все. Я понимаю, что если бы армяне были надежными союзниками нам, не стали бы они бы из-под тишка за русских продолжать быть, то были бы хорошими нам союзниками на Кавказе. И для этого им нужно помириться с Азербайджаном, в первую очередь. Азербайджаном. Очень все сложно. И одновременно все решаемо, в принципе. Как-то так. Алейкум салам, Алибеков. Спасибо за ответ. Что думаете насчет Турана? Я не знаю, я не хочу, чтобы Чеченская республика была включена в этот Туран. Мне это вообще не интересно. Мы не тюрки. Большим уважением к турецкому народу, тюркскому, ко всем народам, и мусульманам, и не мусульманам. С большим уважением отношусь, и мы, чеченцы, с большим уважением относились и относимся тюркоязычным. Но мы не хотим быть, я лично не хочу быть, и я думаю, любой чеченец с этим согласится, стать частью турецкой, туранской империи. Абсолютно нет никакого желания. Но при этом мы хотели бы, чтобы были наши хорошие, надежные союзники, друзья, союзники, соседи. Поэтому это сугубо тюркский проект, тюркская империя. Как-то так. Я ничего плохого про Туран сказать не могу. Главное, чтобы нас туда не пристегнули. Мы 400 лет от русской империи, 350 лет русской империи боремся. И нам еще 350 лет вообще абсолютно не горит желанием сейчас против турецкой империи воевать. Позволит США создать Туран. Но я думаю, что ни США, ни Британия в этом особо не заинтересованы будут. С другой стороны, если турки захотят, они хотят, там есть очень мощное турецкое националистическое движение, они этого добьются, и никто им помешать не сможет. Конечно, в рамках действующего закона, международных норм, правил. Думаю, никто не сможет помешать тюркоязычным это сделать. Особенно, если это будет, не просто как по беспределу хотим и делаем, не спрашивая никого. Как-то так. Как-то так, да.
слушал, так, это уже читал. Ну, алейкум Шаране. Шаране, я думаю, ты вообще не прав в этом смысле. Вообще абсолютно. Это Россия восстанавливала свою империю. Россия восстанавливала свою империю до того, как даже появились там какие-то там планы у Америки на что-то. Россия в 18 году прошлого века объявила клич, что пожар мировой революции, интернационализм, и все это под разными предлогами от коммунизма, исламизма, карате, это все их проекты были. Они везде пытались разжечь пожар мировой революции для того, чтобы установить свой контроль. Вот такова империя зла, зла и насилия, фашистская Россия. Поэтому, да, там были евреи, я тебе скажу больше, там были чеченцы, и есть чеченцы, и есть евреи, которые тоже привержены этим идеям и зарабатывают на этом деньги, и участвуют во многом, и армяне есть, и все народы есть Советского Союза, которые там проживали. Как-то так. А ты сейчас чисто вот повторяешь российскую пропаганду, что вот тут славян стравили, евреи и так далее. Ничего подобного. Ничего подобного. Мне, знаете, иногда евреи кажутся такими, вот как мы, чеченцы, которых постоянно кто-то хочет использовать в своих целях. И постоянно их вперед выталкивают. Вот, да, они кто-то богатый, кто-то успешный, кто-то, а страдают и простые люди тоже. Простые люди тоже. И вот сейчас убийство 7 октября, массовое убийство евреев, я скажу, это надо еще выяснять, расследовать. Там сами евреи очень недовольны некоторыми моментами, которые там очень трудно объяснить, которые там происходят. Поэтому не судите слишком строго. Ва алейкум салам, Фарваз. Цель США уничтожить все ядерные запасы России. Я думаю, Эркин, этот вопрос уже как бы решен. Я думаю, что, на мой взгляд, что Россия уже согласна на денуклеаризацию решения своего ядерного потенциала. Я думаю, этот вопрос тоже. Асан, тебя ждет участь бичей американских под мостом с костром. Гражданка неба. Ну, почему именно бичей и почему именно американских? И почему под мостом, елки-палки? Здесь на самом деле, если даже тебе негде жить, тебе представляют жилье, там социальное жилье дают, там социал платят какой-то. В этом смысле здесь, я не в Америке, кстати говоря, я в Германии, но даже в Америке, я думаю, там не обязательно, там алкаши, наркоманы, которые все пропивают, там не живут, хотят там где-то шляться, они, да, живут. А я вроде бы алкоголиком становиться, наркоманом становиться не собираюсь. Но все возможно, ничего исключать нельзя, гражданка неба, конечно. Ну, спасибо тебе за вот этот комментарий. По крайней мере, даже если я буду бичом под забором, под мостом с костром, я буду в Америке. Знаете, когда я первый раз приехал в Москву, мы на поезде приехали в первый раз. Ну, не первый раз, я в детстве приехал первый раз в Москву. Потом, когда я ехал учиться в Санкт-Петербург через Москву, и я спустился на перроне там, и там бомжи были.
И я смотрел на них и думал, прикинь, московские бомжи. Бомжует, но в Москве, прикинь, я думал. Так что быть американским бичом под мостом, ну, могла бы сказать где-нибудь в Рязани, это вообще было бы печально. Возможно также, что Путин передаст полностью все ядерное оружие США. Я думаю, Арсен, это уже произошло, если уже Трамп начал на что-то говорить, там уже какие-то процессы идут, я так полагаю. Так, подождите. Как ты относишься к тому, что Америка финансирует Израиль? Знаете, я бы очень хотел бы, чтобы эта Америка финансировала еще Ичкерию. Очень хорошо отношусь. Полный вперед, могу сказать. Так. Лучше 100 раз под мостом в Америке, чем 1 раз в Рашке. Да, албанец, ты прав. Идея Турана объединить Кавказ, когда Россия развалится, Кавказ отойдет Турции. Говорит. Да, есть такое, мы об этом давно говорим, Алексей. Скорее всего, Турция претендует на Кавказ, но мы, чеченцы, не хотим, я не хочу, чтобы мы были какой-то империей, частью империи. Мы хотим быть свободными, хотим хороших, дружеских, близких отношений со всеми, тем более с Турцией. Но мы хотим быть независимыми, и будем независимыми, и другими мы не будем. Мы не будем. Мы 3,5 века сражаемся не для того, чтобы стать чьей-то колонией, вырвавшись из-под России и стать чьей-то другой колонией. Нет. Мы будем свободны и независимы. Все, кто служит Турции, такие есть чеченцы, которые служат, военные есть, спецслужбы есть, турецкие чеченцы. Они должны понимать, что мы не хотим быть, если им это устраивает, если они служат, они присягнули Турции. Мы не присягали, только чеченскому народу и чеченскому государству мы присягали, только чеченскому народу и никому больше не собираемся присягать и не будем присягать. И они тоже должны понимать, что если ты присягал Турции, турецкому народу, пожалуйста, служи, можешь помочь, помогай своему народу. Ну а так, чтобы сделать из нас колонию Турции или еще это, мне это неприемлемо. Сибирь отойдет Китаю. Да, я думаю, часть Сибири отойдет Китаю, часть Америки, часть Англии, часть Курилы Японии. Но это все предстоит. Это, я думаю, мы все это увидим в течение 3 лет, может быть. Пока будет строиться новый миропорядок, новая архитектура мирового порядка. Может быть, это даже затянется не на 3 года. Может понравиться американцам безраздельно властвовать, не обремененные никаким международным правом, законами. Может, они захотят дальше бить всем морды и 50 на 50 забирать их полезные ископаемые. Все может быть, друзья.
Все может быть, да. Вот наш вопрос, вот наш чеченский вопрос должен, мы должны его поднимать. Мы должны его поднимать. Я в Сибири. Тебе повезло, Константин, значит, у тебя все нормально. Постарайся оказаться в Сибири, которая будет проамериканской, чем про китайской. Советую. Советую. Как ты про независимость на кепке Америка? Где чеченский флаг? В смысле, где чеченский флаг? У тебя со зрением проблемы, что ли? Я не понял. Вот он, чеченский флаг. Так, спасибо, спасибо. Подарок. A&L. Спасибо. Нихау. Молодец, Константин, молодец. Нихау. Как раз таки по договоренности Трампа и Путина Сибирь будет за Россией, то есть за США. Курилы и Сахалин отойдут Японии. Да, я думаю, да. Ну, короче говоря, все нормально, друзья. Все нормально. Как помните, все нормально, падаем, да, все нормально, да. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Я думаю, лучше быть союзником США, чем непонятно кем с Турцией. Салам, Эд. Да, я думаю, ну, Эд, проблема в том, что вам мы не нужны. Вот в чем проблема. А Турции мы нужны. Турция заинтересована это. Она всю историю, она побаивалась Россию и не могла нас к себе забрать, потому что, ну, они вместе с русскими нас там, против нас разные козни строили. Но всегда Кавказ, это черкесы, чеченцы, это главная преграда была Турецкой империи и Русской империи. Русская империя истребила и чеченцев, и черкесов, раздробила сейчас чеченцев. И фактически на блюдечке сейчас Турции все это может достаться. Но пока мы есть, и черкесы есть, хотя в Турции огромная диаспора черкесская, я думаю, они тоже сейчас протурецкие там очень много есть. Есть сейчас появятся чеченцы, разные генералы, какие-нибудь полковники, там, турецкой армии, турецких спецслужб. Только у меня заранее им вопрос всем этим турецким, чеченским генералам, полковникам и всем остальным. Где вы все это время были? Где вас, когда нас уничтожали, где вы были? Вот просто наперед у меня вопрос к вам. Почему не было вас? Нас здесь уничтожали, дискредитировали, обзывали ваххабистами, террористами, исламистами, выдавали России, унижали, штаны снимали. Все делали. Где вы все были, я хочу вам сказать. Поэтому вы остаетесь в Турции, вы служите турецкому народу, мы служим чеченскому народу. Как-то так, да, я это вижу. Но я вижу, что американцам мы не нужны, по крайней мере, пока это так видно, а туркам мы нужны. Видно, Кавказ нужен. Ну и поэтому как получится, как получится. Да я, конечно же, буду всю выступать против. Я против того, чтобы Турция, мы стали частью Турции. Мне это не нужно. Не нужно просто и все. Турция нас ассимилирует. Как она ассимилировала и черкесов, и чеченцев, которые там оказались. Как она ассимилирует всех. А нам нужно сохраниться. Мы должны своим детям, внукам передать нашу культуру, наши ценности. Этим миром большинством заправляют евреи, говорит. Шаране, ты тоже попался на эту удочку. Против еврейского народа ничего плохого не имею. В мире в большинстве стран евреи президенты, министры, спецслужбы, парламент и так далее. Шаране, ну, как тебе сказать? Ну, я считаю, ты не прав. Я считаю, ты не прав. Так.
Историю хорошо знать. Ленин спас Турцию. 11-я армия. Учи историю, говорит. Да? Аслан, ты прав. Ты про чеченский. Да, Ян Моназон, я про чеченский. Я за справедливость, на самом деле. Большим уважением отношусь к турецкому народу, к туркам. Это все и присутствует. Ну, я за справедливость. Мы сражались 3,5 века от Русской империи, не чтобы стать колонией Турции и ассимилироваться. И потом стать Палестиной 2.0, или сектором Газа, точнее, или кто там, кем нам стать. И потом, нет, нам это не надо. Лучше мы будем Израилем 2.0. Я согласен. Мне не нравится, если честно вам сказать, израильтяне, мне не нравится ваше положение. Хоть вас вот сейчас, видите, вот человек, который вроде бы все прекрасно понимает и говорит такие вещи, считает, что там евреи всем правят и так далее. Мне не нравится ваше положение. Я бы хотел, чтобы оно у вас было лучше. Но я согласен на ваше положение, чем оказаться в другом положении. Потому что таким образом, хоть это и тяжело, через кровь, но вы закалились, и теперь у вас есть очень сильная армия и свои защитники. И нам нужно дойти до этого уровня. И нам нужно дойти до этого уровня. Так. Джувиш, и вам мое почтение. Так, спасибо, спасибо. Миром правят масоны. Нет, миром правят кальсоны, а не масоны. Где Америка превосходит всех своих конкурентов? Не на то, что на одну голову, на две головы сейчас. Более 10 тысяч спутников Starlink летает. Они передают не только интернет, они передают геолокацию, геопозицию. Да, на самом деле искусственный интеллект, то, что интернет, спутники, это полный контроль, знаете. Здесь какая система будет? Будет цифровая система, будут цифровые деньги, вот новый мировой порядок, ну как мы видим, все это происходит, это уже никуда не деться. Будут роботы, как говорит Илон Маск, реально они будут, эти роботы, везде будут. У тебя холодильник сам будет еду заказывать. Если тебе не хватает что-то в холодильнике, он сам будет в магазин отправлять смс-ку, и с магазина тебе или робот, или человек будет доставлять еду, или там на дроне принесут и на балкон тебе бросят, короче говоря. Поэтому как угодно может дальше человечество будет развиваться. Люди жить дольше будут, потому что люди будут, их будут лечить отдельно, персонально каждого будут лечить. У каждого будет по ДНК. Меня, например, там одна таблетка не вылечит, а по ДНК меня посмотрят, меня другой таблеткой можно вылечить. Там, или заранее болезни какие мы склонны по отцу, по матери, по нашему генокоду, каким болезням мы склонны. И люди до 120, до 150 лет будут жить. Сейчас, да, там в среднем до 100 лет, до 80 лет живут. Будут до 120 жить. Люди уже живут, да, увеличивается долгожительство, появляется. Поэтому, управляя таким образом людьми, ими можно манипулировать. Это страшная вещь на самом деле, если это попадет в руки не очень чистым на руки людям. Если это будет неконтролируемо как-то. Понимаете? Нами можно управлять. Вот у нас есть у каждого телефон. Мы можем при помощи этого телефона, мы все делаем при помощи этого телефона, понимаете? Звоним, интересуемся, что нам нравится. Просто когда вы листаете в ТикТок или в Инстаграм какую-то картинку, вы на секунду взгляд останавливаете на этой картинке. Все это фиксируется, это вас привлекло внимание. Вы дальше забыли уже, год назад это было, 10 лет назад это было. Вы листали эту свою страницу, Инстаграм, ТикТок, еще где-то. И
Ну вы уже, у вас уже даже в голове, из головы это вылетело. Но он все помнит. И вами можно уже управлять. Он знает завтра, искусственный интеллект знает, что завтра что вы сделаете. Понимаете? На основании того, что вас изучили, сколько раз вы дышите, когда вы спите, сколько раз вы кушаете, ну все. И можно сказать, что вам нравится, чем вас можно захватить. И каждому предлагать конкретные вещи. Понимаете? Вот этот ТикТок, он предлагает то, что вам, и другие предлагают то, что вам нравится. По рекомендации это называется. И Facebook также делает, и так далее. Короче говоря, мы будем полностью управляемы. И управляемы нами будут, опять же, деньги будут цифровые. В любой момент нас можно лишить денег будет. Потому что других денег не будет, кроме цифровых. Понимаете? И в итоге мы полностью можем быть зависимы. Добровольно, сами, никто нас насильно же не гонит, насильно нас к интернету никто не пристегивает, телефоны нас за $1000 покупать никто не заставляет. Мы сами это делаем, Поэтому мое предложение – это прогресс, которым некоторые боятся, там 5G установки, нами управлять будут, там это, все это говорят, это всегда было, когда прогресс человечества развивается, всегда находятся люди, которые говорят, нет, это опасно. Да, это опасно. Ну, у чеченцев есть такая пословица, то, что для всех массан де глоузерг. То, что для всех, то это праздник. Понимаете? Если это для всех, то любая вещь. Даже на каторгу идешь, если все идут, то это уже праздник, короче, потому что со всеми. И я предлагаю просто головой окунуться в этот мир вперед. Не убегать, не отступать от этого, а идти, наоборот, навстречу это, изучить эти правила, изучить эти законы. И идти, двигаться дальше, развиваться дальше, вперед. Вот как я это вижу. Поэтому тот, кто владеет искусственным интеллектом, тот, кто владеет цифровыми технологиями, тот будет владеть миром. И нам нужно принять как можно быстрее в этом участие. Как-то так. Ну не в Русне, там будут, как обычно, до 50 лет рука бутылка. Ну да, конечно, алкоголики будут жить меньше. Здоровья тебе, Аслан, до 120. Спасибо, Ян. Взаимно, взаимно. И тебе того же. Аслан, опять мы виноваты, да. Да, либо евреи, либо чеченцы. По-другому, ну извините. Привет, что думаете об армянах? Я думаю, армяне отличные ребята, да. Главное, чтобы вы не были за русню. Все остальное нормально. Все остальное нормально. Ну и, конечно, против чеченцев не были, чтобы вы не радовались геноциду чеченского народа. Так, давайте еще комментарии. Турции нужен Кавказ без кавказцев. Ну, скорее всего. Ну, там много тюркоязычных, поэтому свои-то им нужны. Свои-то им нужны. Я думаю, надо всем, я думаю, над всем, что происходит, и мне кажется, что Америка создает новый тип империи, связанный с искусственным интеллектом, связанный с военно-космической мощью. Ну, знаешь, империя определенной степени, да, можно так назвать, мне просто не нравится это само слово и сама вот эта форма государственного устройства. Я считаю, что Америка и вообще англичане, британцы, это
цивилизация, мировая цивилизация. Да, каждый народ, каждое государство, это цивилизации, кто-то раньше, кто-то там древнее, кто-то моложе. Но это мировая цивилизация. И вот нам русские говорили всегда, всегда вы сравниваете с тем, что у вас в голове есть, что вы учили в учебниках, там, в университете, в школе и так далее. И русские принесли цивилизацию. Русские там научили там народы Средней Азии, Сибири, Кавказа, там, ну там, писать, читать, там, какую цивилизацию они принесли. Но это, конечно, всегда было ложью. Никакой цивилизацию не несли, они на штыках несли зло и свою антицивилизацию. А вот и всегда я сравниваю вот с сегодняшним днем, с Америкой, то, что происходит. Вот я свободный человек, свободный чеченец, и никогда не откажусь от своих свободных взглядов. И своих детей также воспитаю и воспитываю, чтобы были свободными. Но я понимаю, что я как свободный человек, я хочу быть с этим Западом, я хочу быть с Америкой, я хочу быть с Британией, я хочу быть с Германией. Потому что это демократические, цивилизованные, передовые государства. У них технологии, у них знания, у них университеты. И вот что значит цивилизация, что значит мировая цивилизация. Когда ты, свободный человек, сам понимаешь, что тебе выгодно быть с ними. А они еще тебя нос воротят, понимаете? Им это не нужно. Они еще смотрят, какая нам выгода от тебя. А у русских не так. Русские, они приходят и уничтожают тебя. Ты бежишь от них, догоняют, убивают, короче. Нет, ты будешь носить наши лапти, есть наши щи и, короче, и носить наши лапти. Вот их вся цивилизация. Поэтому вот как-то так. Как-то так я это вижу. Уважение чеченцам от армян. Каратос. Уважение от чеченца к армянам в таком случае. Никаких вопросов. Армяне очень хорошие и конкурентоспособный, мощный народ. Главное, чтобы вы не были за русских и не хотели убивать чеченцев, как вы всегда с русскими это делали. Главное, чтобы вы стали демократичными, западными, цивилизованными людьми. Мы только за с вами дружить и быть с вами в хороших, близких, дружеских отношениях. Я думаю, может, ты не знал, но Израиль единственная страна, которая выразила ноту протеста против русско-чеченской войны. Да, я знал об этом еще, Джахар говорил. Конечно. Конечно. Валейк салам, Юсуф. Где Америка превосходит всех своих конкурентов не на то, на одну, а на две работы. Это уже было. Арсен, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Что имеешь в виду, Арсен? Аслан, как ты прав на 100%. Что ты имеешь в виду, Германикус? Я тут уже ухожу. Аслан, как вы смотрите на создание Турана? Вы мне вот только что я отвечал. Элла. Только что я отвечал. Хотят турки, пусть создают, только нас туда не тянут. Мы хотим дружить, уважать, все отлично. Только не надо нас насильно никуда втягивать. Ну, зайди в YouTube, посмотри, и ты увидишь. Почему, Аслан, вы думаете, что сами тюркские страны захотят быть под какими-то странами? После столетий подражка никто не хочет ни под одну страну, включая Турцию. Фейз, ну я согласен с вами. На самом деле, воссоздавать новую Османскую империю или Турецкую империю, ну это, конечно же,
Не каждый захочет. Я полностью согласен. Почему должны какие-то народы становиться... Ну, просто, может, какие-то выгодные предложения будут. А раз язык один, культура, это же так будет происходить. Я думаю. Что там иногда ты просто пишешь свои симптомы в чат GPT, он тебе выдаст твои болезни 90% правильно, чем любой профессиональный врач. Да, Арсен, это только сейчас начал, это чат GPT. Они, каждый год он будет усиливаться. У нас уже, смотрите, в кармане у каждого. Раньше, когда я учился в университете, мне нужно было получать билет в библиотеку. Ну, у нас в университете в самом был один этаж библиотека. А нужно было еще ехать в библиотеку там на Невском, там была у нас одна библиотека. И ты заходишь, стоишь в очереди, какую-то там газетку, чтобы получить, какую-то статью там найти, там еще что-то. Потом интернет появился, а теперь вообще чат GPT появился, искусственный интеллект. И он вообще, это у тебя в кармане профессор. Понимаете? Все очень удобно. Но это пока сейчас удобно. А потом, вот я, например, с чат GPT постоянно воюю. Вот чат GPT, там есть один русский еврей, российский еврей там есть, который создал этот чат GPT. Я его сейчас фамилию не помню. И он все время, вот этот чат GPT, отстаивает русскую позицию. Всегда, что Чечня это часть России. Ну, я начинаю там с ним ругаться, там доказывать ему там 3/10. И он мне постоянно говорит, что мы часть России. Я говорю, на каком основании? Основания нет. Он начинает там крутиться, вертеться. Ну, я вам там, это сложный вопрос, это там с какой стороны посмотреть, там начинает чат GPT говорить. Я хочу сказать, что несмотря на то, что к чеченцам была проведена абсолютная несправедливость, просто мирового масштаба, да, как в 40-х, 30-х годах, к евреям, там, к цыганам, к другим людям, как нацисты, вопиющая несправедливость была. Вот точно так же к чеченцам была эта несправедливость. И сейчас ты понимаешь, у этого компьютера нету фактов привести тебе и сказать, что ты не прав, но он все равно настаивает на этом. Я хочу сказать, что если вот к целому народу вот такая вопиющая несправедливость применяется, то нас может этот же чат GPT, этот искусственный интеллект потихоньку подводить к чему-то, что мы сами потом уже будем считать, что так и есть. И менять наше сознание. И это опасно. Это опасно. Потому что бумажных книг не останется, все будет в интернете, а он всем управляет. Интернет всем управляет. И фактически мы можем просто оказаться в заложниках. И наша история может оказаться заложником. И потом доказывай, что ты говоришь одну историю. Вот я чат GPT, не может он мне доказать, что Чечня часть России. Но он настаивает на этом. И вот мы с ним спорим постоянно. Я уже и ругаюсь, и кричу, и там, и там, и третье, и десятое. У нас баталии идут. Да? Я уже, наверное, с катушек уже съехал из-за этого чат GPT. Но при всем при этом это очень нужный инструмент. И я не могу от него отказаться. Да. Матрица, да, совершенно верно, Константин. Матрица. Аслан, лучше не ругаться с чат GPT. Это может быть началом войны машин против людей. Но я думаю, я уже много ему высказал. Я высказал к этому чат GPT, я высказал его создателям, я высказал к России, ко всем. Я там уже, ну, в принципе, я в Ютубе это все уже высказал, поэтому мне терять нечего. Да? У нашей страны язык очень близкий. Да. Ставим лайки, делимся стримом, напоминает вам Ребел. О, Бич какой-то зашел к нам. Привет, Бич. Остановите Бича. Так, Аслан, почему вы думаете, что сами чувствуете? Это уже было. Так, давайте.
Я тоже хочу, чтобы чеченцы были целиком с Америкой. Я тоже хочу. Ну, нам выгоднее так, во всех смыслах. Прогресс неизбежен, и надо идти развиваться. Правильно, чтобы вот об этом значит. Да, абсолютно. Куда деваться? Прогресс есть прогресс. Витаю, Баванятка. Как говорят, волков боятся, а лес не ходить. Кто боится, тот не развивается. Да. На днях в районе Чертанова, здании филиала научно-исследовательского института, возник пожар. Сгорели тайные разработки ФСБ, работающие на российские спецслужбы, говорит Макс. Да, я знаю это здание, я знаю это место. Я там, наверное, лет 10 прожил в этом районе. И когда это вчера все горело, я наблюдал за этим. Да. Аслан, был ли у Путина план захватить Европу, а после собраться силами и на США рыпнуться? Но не шмогла. Я думаю, конечно же, план захвата Европы был, но вместе с европейцами захват. Отобрать у Америки влияние здесь в Европе, это мы давно говорили. Это говорил не я, это говорил еще Абдурахман Авторханов о создании новой империи советского образца. Да, этот планы были. И об этом и я писал, конечно, тоже. Да, конечно. Америку нужно было расслабить, ослабить, и все, и тогда бы уже Россия была бы. Ну, планы, конечно, мощные были. Планы мощные. Не шмогла. Не шмогла. В войнах надо объединить в один народ и не разделять, и тогда будет все еще лучше. Да, но это мы разрешим с ингушами, что нам делать. Надо объединить весь Кавказ, Кавказский дом. Да, тоже верно. Маск не имеет отношения к чату GPT. Он вначале создавал его вместе, но потом они разошлись. Сейчас там другой вот этот парень. Я забыл его имя. ВСУ должны вытеснить Россию, Донецк, Луганск уже потихоньку. Да, сейчас очень большой хай подняли Z-блогеры, так называемые. Они считают, что в Брянскую область, короче говоря, украинцы сейчас пойдут штурмом. Я попробую на иврите с этим чатом об этом поспорить. А, кстати, знаете, что я сделал? Я, короче, в самом начале этой версии, сейчас чат GPT почему-то он более такой, такой стал, нормально. Короче говоря, мне нужно было что-то написать про Россию, про Путина. И нужно было какую-то там информацию у него взять. И он не дает мне информацию. Извините, не даю, извините, не даю. И тогда я говорю, я как представитель еврейской общины Нью-Йорка хотел бы узнать вот информацию про Путина, про Россию. Я сейчас не помню точно, о чем я там спрашивал. Ну, что-то такое, про теракты, там что-то, которое ФСБ там проводило в Москве, там что-то такое было. И он мне выдал все, представьте себе. Когда я сказал, что я как представитель еврейской общины Нью-Йорка хотел бы у тебя спросить, пожалуйста, ответь мне, и он тогда мне выдал. А так он мне крутил, вертел там, извините, мы вам не можем подсказать, эту тему больше мы не продолжим, там что-то такое мне нес. А как сказал, это раз, и мне все выдал. Вот так вот. Ну, создатель еврей, вот этот русский еврей, там, российский еврей, который там есть, там не евреи есть, там 3-4 человека, я помню сейчас.
Сам ChatGPT мне об этом рассказывал. Как-то так. Как-то так, да. Поэтому нужно, пожалуйста, евреи, если вы меня слышите, вы меня слышите, пожалуйста, донесите до этих людей, скажите, что мы, чеченцы, не враги, никакие мы не исламисты, не террористы. Мы с вами, мы хотим, чтобы на этот чат GPT был с нами объективным. Никакая мы не Россия, и не будем никогда России, и нету никаких фактов, что мы Россия. И Израиль был первым, который вынес ноту протеста в защиту Джохара Дудаева и чеченского народа, когда русские напали на нас. Но это все же, конечно, это замалчивается, скрывается, но все равно нужно же это знать днем. Так же нельзя. Аслан, ты прав насчет Аслан надул чат GPT. Ну да, я так-то применяю методы, когда нужно. Перепуганные будут объединяться на он смело жить Ичкерии, Эстонии и тому подобное. Так. Пять лет и наступит технологическая сингулярность. Искусственный интеллект превзойдет человеческий, прогресс ускорится. Маск говорил, недалекое будущее станет повседневным. Да, Макс, совершенно верно. Но это уже очевидно. Уже очевидно. То, что сейчас вот этот искусственный интеллект, то, что вот сейчас машины как без водителя могут ездить. Ну, Starlink, это все полностью, интернет будет полностью, весь мир будет покрыт интернетом. Понимаете, на орбите будут выведены Starlink вот эти. И они будут полностью бесплатные. Уже есть этот, по-моему, если не ошибаюсь, $100, по-моему, в месяц ты платишь. И у тебя безлимитный везде, хоть в горах, хоть в джунглях, хоть в Сибири, в тайге, где угодно у тебя интернет есть. Все, всегда у тебя интернет. И да, это будет прогресс, его уже не остановить. И за этим стоят американцы. Понимаете? В первую очередь американцы. Вот так сложилось. И это первенство, этот прорыв они будут держать еще и 50 лет, и еще 100 лет это будет продолжаться. Ну, неизвестно как, конечно, повернется все, и катаклизмы могут быть, и что угодно может быть. Сейчас уже начали рассказывать, какой-то метеорит летит к нам в 1932 году, приземлится где-то на Земле, там что-то случится, что-то произойдет и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Рак еще до конца не побеждается, хотя уже онкологию, говорят, тоже очень много таких вещей по борьбе с онкологией ведется. Поэтому будут побеждать и другие болезни. Посмотрим. Эта предвыборная речь Трампа была практически полностью про чат GPT. Про то, что финансируют ее в размере 500 миллионов, и это больше, чем любой другой проект. Да, ну вот тогда запустили какой-то этот китайский искусственный интеллект. Я его скачал, попробовал. Ну, говорят, там ему помехи создавали. И я что-то так и не смог нормально им попользоваться и удалил его. И у Илона Маска есть вот в этом Иксе тоже Грот, по-моему, называется, да, эта тема. Грок это называется, Грок.
Но он тоже слабоватый, хотя тоже неплохо выдает, он тоже будет развиваться вроде бы. Посмотрим. Посмотрим. Грох 3 сейчас, да, вышел. 500 миллиардов. Угу, понятно. Респект каналу, мы победим. Да, Мула Сабех. Знаете что, мы-то Сэм Альтман. Но Сэм Альтман это тот, который самый главный у них там. А есть там еще один с России. Еврей там один есть. И я думаю, это он. Эту Ичкерию туда в русню втягивает. Да? Он там информацию забивает от русни туда вот эту всю, то, что там какие-то Прохановые, Дугины, Мугины, всю вот эту бред вот этот собачий они туда забивают, и искусственный интеллект говорит, что мы являемся там частью России. Ложь, ложь, обман. Это не так. Если не обман, приведите доказательства. Нет доказательств. Понимаете? Нет. Поставил лайк, смелости, терпению к людям, к своим, кавказцам, нетерпению ко всякой злобе. Виктор, спасибо за лайк. Россия будет частью Китая. Россия будет безъядерным, чуть поменьше государством. Это мы в самом начале еще тогда сказали войны. Помните? Помните, когда Хамас напал на Израиль? Я тогда вам сказал, что это внутреннее дело Израиля, и больше сектора Газа не будет. Просто немножко Израиль увеличится. И это произойдет. И Россия перестанет быть угрозой для окружающего мира. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо вам. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Ам Израиль. Хай. God bless Америка. Всего хорошего. До свидания, друзья.